Хотя у меня родители по профессии не музыканты, но в душе очень творческие люди. И мама, и папа у меня петь очень любил, и мама у меня. Вот. И, наверное, с детства я все время пела, выступала. Но это было еще все просто на уровне детских таких увлечений. Но потом как-то вот с возрастом решила, что это, наверное, все-таки мое призвание. Что душа моя лежит к творчеству, к пению. Лирическая сопрано с хорошими данными. Когда я увидела ее первый раз, мне она сразу понравилась. У нее очень такие яркие внешние данные. Это тоже немаловажно для певицы. Статная, высокая. На 4-м, на 5-м курсе она полностью начала раскрываться как певица. Пела она много романсов, много арий она пела. Ну и по оперному классу она, кажется, полностью партию Татьяны она выучила. Вот. На 5-м курсе на госэкзамене вот одна из лучших студенток она была. Как раз приехала из Москвы, председатель комиссии была Чайковская. И она дала большую оценку Геле. По оперному классу, я помню, она готовила с Мирой Исаевичем Ахунбаева партию Татьяны из оперы Чайковской, Евгений Онегин. И с этой партии она выпускалась в консерватории. После окончания вот, она по конкурсу попала в оперный театр. Вот тогда у нас работал Калым Алдабасанович Малдабасанов главным дирижером. Главным режиссером работал Мир Исаевич Ахунбаев. Попасть в оперный театр – это тоже не просто так. И всех подряд студентов после окончания не принимает. Начинали работать над маленькими партиями в детских спектаклях. Раньше вообще такого не было, чтобы молодой солист пришел, и ему сразу давали главную большую крупную партию. Главным дирижером был народный артист СССР Калым Алдабасанов, и он очень лично контролировал каждого молодого солиста. И вот мы с Гелой начали учить котят, ромашку, лису, кошку. Только после этого уже пошла графиня Чепрана из Риголета. Дирижировал Калым Алдабасанов. Это был у меня такой первый испытательный спектакль. Это 2 малюсенькие такие партии, но я их еще до сих пор пою. Я была такая уверенная в себе. Волнения у меня не было, у меня была какая-то вот эйфория, скорее чувство эйфории. Не знаю, может, потому что я чувствовала поддержку. Педагог был моя со мной, Сара Чуткараева, Калым Алдабасанович пульта стоял. Как-то все меня опекали очень, поэтому у меня какого-то вот страха не было. Я была настолько уверена, я была уверена, что я всем понравлюсь. Вот такое было у меня ощущение, волнения не было. Потом она пела жриц из Аиды. И пошло-поехало, постепенно начали ей доверять главные партии. После этого только нам доверили партию Татьяны из оперы Евгений Онегин. Да, пожалуйста, кто теперь мне? Нет, нам просто один момент, все, больше ничего. Да-да-да, в принципе, нужны же эмоции. Но она сама по себе очень гибкий человек, сценически очень мягкий, отзывчивый с партнерами, с ней очень удобно работать. И что немаловажно, то, что она
осмысленно подходит к своему образу. Она всегда чувствует ситуацию именно при работе на сцене. Последняя ария, конечно, когда она прощалась со своим сыном и говорила: «Запомни хоть одну черту своей матери, не забывай свою мать», в это время была полная тишина в зале, и вот прям мурашки по спине бежали. Она вот настолько могла вытащить этот образ. Мне кажется, на сегодняшний день это уже не столь важно количество партий в репертуаре, важно качественное исполнение одной-двух партий. Ведь сегодня в мире есть очень много исполнителей с мировым именем, у которых в запасе 3-4, максимум 5 партий, но они поют эти партии по всему миру, и они исполняют эти партии так достоверно, что зритель хочет видеть и слушать этих исполнителей. Поэтому я бы пожелал, конечно, Ангелине в работе над партиями именно присваивать. Сейчас я работаю в театре под руководством главного режиссера Эскена Сартбаева. Я его тоже очень люблю, уважаю. Грамотный, очень профессиональный человек. Ну, поэтому вот на моем пути вот было 3 таких замечательных режиссера. Конечно, это для меня не прошло бесценно. Это, конечно, наш корифей Мейер Исаевич Ахунбаев, Нурлан Асанбеков и Эскен Сартбаев. Вот. Они все мне очень дороги. Большой камерный репертуар, очень люблю петь романсы. Вот в частности в Малахитовом зале у нас не всем вокалистам это, знаете, как бы сказать, подвластно, что ли, потому что все думают, что романс спеть очень легко. Вот. Я бы хотел отметить, что у нее это довольно неплохо получается. И, в принципе, эту стезю, вот, когда проходят вечера романсов, она, как правило, выступает и как организатор, соорганизатор, и как участник. И мне кажется, это у нее получается, и это хорошо. И люди воспринимают это. Она очень богатый человек внутренне, очень добрый, отзывчивый человек. И вот ее вот это вот само отношение всегда передается на сцену.
Вообще у меня сильного волнения никогда не бывает на сцене. Если я уверена вот в том, что я делаю, я не волнуюсь. А потом у меня такой хороший концертмейстер, Бабич Юля, вот, просто с которой волноваться невозможно. Она все время рядом находится, и вот она не даст провалиться на сцене. Это просто второе я. Поэтому нас связывают не только чисто профессиональные отношения, но еще и дружеские. Но это не отражается нисколько на ее творчестве, потому что я, наоборот, позволяю себе еще больше ее критиковать, говорю сразу открыто, что было хорошо, что было плохо, к чему надо стремиться. Да не каждый сможет работать. У нас сложный характер у всех солистов. Мы сложные люди. Но они, однако же, они у нас еще являются концертмейстерами. Вот, в частности, Юля, она психотерапевтами еще у нас работает по совместительству. Потому что мы приходим иногда в плохом настроении, или что-то вот там, или что-то вот так. Или, ну, они все это выслушивают, потом мы занимаемся, потом они наши чувства в порядок приводят. Вот. Зачем мне портить тебя? Мои партнеры, они не только красивые мужчины, все такие, вот, но они все личности. Люди, просто с которыми приятно вместе работать, на сцене находиться. И это тоже большое счастье, иметь таких партнеров, такие имена. Когда выходишь со спектакля, ну, по крайней мере, первый час эмоций нету, потому что выкладываешься же на сцене. Но ощущение, что что-то ты не доделал, что-то не досказал, что-то не так, как бы хотел, получилось, это всегда есть. Всегда хочется, вот еще раз бы, если бы перепел, вот я бы уже сделала по-другому. Вот. Но в театре коллектив у нас очень, солистов очень хороший. Я люблю наш коллектив. Это вообще второй дом для меня. Я даже не могу сказать, что мы коллеги, мы уже все как родственники, настолько близки друг к другу. Мы переживаем друг друга горе, мы переживаем радость, мы радуемся вместе. Вот. Очень активная, и в театре она у нас состоит в цехкоме, цеховой комитет, и все обращаются к ней с какими-то личными просьбами. Она никогда не отказывает, а стремится сразу же помочь. Она у нас, можно сказать, как душа нашего театра. Она всегда за всех переживает. Это у меня еще со школы. Я в школе в учкоме была. И тут у меня такая энергия, наверное, выплескивается. Но мне нравится. Я сама от этого удовольствие получаю, поэтому совершенно мне это не в тягость. Честно скажу, что мне нравится, что я в цеховом комитете, что вот где-то иногда люди что-то спрашивают. Вот. Ну, такой у меня характер. Мне это доставляет само удовольствие. Поэтому это совершенно нет, не мешает. Наоборот, я без этого не смогу. Я счастлива, я считаю, что я счастливый человек. У меня в жизни есть все. У меня хорошая семья, родители. И муж у Гелы работает концертмейстером оркестра, поэтому я могу смело сказать, что театр не только дом, театр – это семья, дом, работа. Прекрасный музыкант, прямой потомок Саида Бикмуратова. И он есть в честь Саида Бикмуратова, его называли Саидом. Он действительно из династии Бикмуратовых, это всем известно в Кыргызстане, и не только за пределами даже нашей страны, потому что огромная школа Казбека Бикмуратова, отца Саида, он подготовил столько скрипачей и в нашей республике, и за рубежом, что его имя, наверное, занимает достойное место именно в скрипичной школе. Вот. Ну а дедушки Саида говорить, мне кажется, сейчас это весь Кыргызстан знает Саида Бикмуратова. Поэтому это такая благодатная почва, на которую попала Ангелина Федорова. Вот. Она попала именно в ту музыкальную среду, потому что и мама Саида была виолончелисткой, она работала тоже в нашем театре, у нее тоже очень много учеников.
Тетя Салима Бикмуратова, это сопрано, которая проработала много лет в нашем театре. У ней очень много записей. Кыргызский слушатель прекрасно эти фамилии, имена помнит. Поэтому это тоже, мне кажется, наверное, и сыграло тоже определенную роль в становлении Ангелины как солистки. Дочка музыкальная, талантливая очень. Просто я хочу, чтобы она у меня врачом стала. Она не хочет. Она хочет стать. Она говорит: мама, я буду балериной, а профессия будет певица. Вот такая дочка у меня. Ну, посмотрим, вырастет, сама решит. У нас большие планы на будущее. Дальше впереди очень большие сложные партии. Сейчас пока не буду говорить. Но вот придете на спектакль, посмотрите. Наша профессия, она такая, сквозь шипы и лепестки мы иногда наступаем, иногда радуемся, иногда плачем, иногда смеемся. Но все это наша профессия. Удачи, успехов и не останавливаться на достигнутом. Я патриот Кыргызстана. Я здесь родилась, и поэтому что считаю, что это моя родина. Вообще рада, что я занимаюсь творчеством и искусством, потому что все-таки мы несем людям вечное, доброе. И, наверное, благодаря певцам, артистам, художникам, поэтам, писателям люди становятся лучше. Вот, поэтому, наверное, это тоже мое счастье, что Бог дал мне заниматься именно этой специальностью.